Да, так лучше. Супер, отлично. Так. Всем добрый день, с вами на связи канал Just Life. И сегодня у нас в гостях Жандос Актаев, руководитель фонда YesBall. Думаю, можно уже, в принципе, начать, люди пока вот собираются. Да, люди потихоньку собираются. Айдана, подскажите, пожалуйста, это только у меня или вас не видно? У вас прям черный экран, ваша часть. Серьезно, не знаю, у меня все видно. Ребята, подскажите, пожалуйста, в сообщениях, в комментариях, потому что у меня просто черный экран. Интересно. Да, ребят, подскажите. Видно ли вам все, слышно ли вам все? Смотрят, но люди не пишут. Да, сейчас. Пробуйте Вот. поменять камеру туда. Все видно, да? Это только у меня глюк получается. Ну окей, хорошо. Попробуем вот так вот наслепую. Все видно. Хорошо. Спасибо большое, все хорошо. Давайте тогда начнем с первого вопроса. Сколько лет работает фонд YesBall? Наш фонд вообще был создан в 2004 году. В этом году планируется празднование 20-летия фонда. Ранее он назывался ЕСЭТ-КСС Балашах, будущее без наркотиков. В этом году к юбилею мы провели ребрендинг, сократили название от ЕСЭТ-КСС Балашах до ЕСБол. Многим, кстати, это нравится. Это стало более таким кэтчи названием, и за короткий период многие стали называть фонд именно так. Мгм. Отлично. Какие достижения вы особенно выделяете среди проделанной ранее работы? Среди проделанной ранее работы всего фонда или только моей деятельности в фонде? Ну, с приходом нашей команды, скажем так. Ну, можно начать, наверное, всего фонда, и потом какие изменения вы привели уже в фонд. Мгм. Хорошо. Вообще, учитывая то, что у фонда 20-летняя история, достижений очень много, учитывая то, что фонд, опять-таки, был одной из первых организаций, направленных на профилактику зависимого поведения в Казахстане, я думаю, очень много чего стоит подчеркнуть. Например, в 2007 году ранее руководство фонда было одним из основателей независимого центра по реабилитации зависимых людей. Тогда это было не так сильно развито, как сейчас. Сейчас у нас в стране больше 100 рехабов. А на тот момент это был один из первых частных независимых рехабов. Я думаю, это очень большая такая победа. Что говорить, что касается нашей команды, например, да, то хотелось бы отметить, конечно, это наше продвижение в сфере IT. Потому что как только в 2021 году наша команда пришла в фонд, мы первым делом решили пересмотреть те методы профилактики, которые сейчас ведутся. Очевидно, то, что сейчас синтетика, она преобладает в нашем обществе. То есть больше 70% черного рынка наркотиков – это синтетика. И, соответственно, продажа всей этой синтетики, она идет через социальные сети, через маркетплейсы. Нету уже тех самых пятаков, нету уже тех самых барыг, которые приезжают и продают. Даже если они есть, это не такое большое количество людей. Поэтому мы поняли то, что необходимо делать упор на IT-составляющую, и нами был разработан классный алгоритм, он называется Мерген. Это буквально LLM, Large Language Model, которая с помощью ключевых слов и с помощью двойной модерации находит в социальных сетях, в постах, в сообщениях, в группах, чатах, где угодно, абсолютно во всем контенте ВНК. ВНК – это вирусно-наркотический контент. То есть, предположим, если кто-то там говорит, например, шишки и так далее, ну, такие разного рода кодовые слова, Мерген это все подмечает, анализирует, соответствует ли это стандартам вирусно-наркотического контента, а затем, если все это соответствует, отправляет модератору. Модератор, уже человек настоящий, живой, может удостовериться в том, что это соответствует ВНК, и затем блокирует. В течение 3 дней мы блокируем такого рода контент. На сегодняшний день с помощью Мергена мы заблокировали более 3000 телеграм-каналов по продаже наркотиков и по вербовке молодежи в наркобизнес. По-моему, это очень большое, хорошее достижение для нас как некоммерческой организации. Да, это очень похвально с вашей стороны. Очень круто. Спасибо. Известно, что Казахстан занимает 8-е место по употреблению наркотиков, и в прошлом году в стране был разработан комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Можете подробнее рассказать вообще об этом комплексном плане и вообще какие происходили изменения, может быть, после этой разработки плана?
Вообще разработка плана длилась очень долго. Я был в рабочей группе от нашего фонда, и мы давали свои предложения, в том числе очень много разных стейкхолдеров, в том числе Совет по молодежной политике при президенте РК активно подключался. И стоит сказать то, что этот комплексный план является таким стратегическим документом, который будет основополагающим документом до 2026 года. В основном там сделан упор, конечно, больше на поддержку правоохранительных органов и борьбу с наркобизнесом, нежели профилактику, да, наркозависимости. Однако стоит подметить то, что принятие этого плана дало новый импульс. Мы видим, это же государственный документ все-таки, и мы видим то, что глава государства очень часто акцентирует свое внимание на проблеме наркотиков в нашей стране. Это говорит о том, что беспрецедентный уровень этой проблемы охватил нашу страну. Никакая другая проблема ранее так часто не озвучивалась из уст президента. Это факт. Он говорит об этом и на Курултае, и на заседаниях правительства, и на выступлениях публичных, и во время послания народу Казахстана. То есть очевидно то, что эта проблема, она прям является очень критической в нашем обществе. И принятие этого плана является одним из решений данной проблемы. Что изменилось? Ну, стоит отметить то, что структурировалась работа государственных органов. То есть там нет только какого-то конкретного государственного органа, который будет над этим работать. Это же все-таки больше такая комплексная межведомственная работа. Например, скоро в Министерстве внутренних дел появится комитет по противодействию наркопреступности. Ранее там был только департамент. Также очень большая база как раз-таки по противодействию преступности появилась у правоохранительных органов. У них появилось очень много новых оборудований. Например, я знаю огромную боль правоохранительных органов касательно экспертизы, потому что в синтетике ситуация такова, то, что люди, которые этим занимаются, они могут поменять только один элемент в формуле, и это уже будет совсем другой наркотик. Наркотик. И, соответственно, чтобы его определить, необходимо его вводить в базу данных. Были приведены нормативно-правовые акты новые, которые позволяют Министерству внутренних дел и другим компетентным органам самим уже добавлять это все и более оперативно решать эти проблемы. Закуп новых ультрамасс-спектрометров. Это такое оборудование для лабораторий, которое помогает определять как раз-таки состав наркотических веществ. То есть в основном, если мы будем так обобщенно говорить, то комплексный план, он больше направлен на усиление именно государственных органов в этой стезе. Мы, как общественники, только рады, то, что государство еще больше принимает участие в данной борьбе, потому что нам одним, само собой, не справиться, мы готовы всегда их поддерживать в этом плане. И принятие комплексного плана, других нормативно-правовых актов является очень ключевым шагом в данных действиях. Спасибо большое, Жандос. Так как данная проблема в стране является, как вы сказали, ключевой, каковы основные причины, по вашему мнению, приводящие молодых людей к употреблению наркотиков? Что касается, давайте мы от общего к частному, да, наверное, пойдем. Мгм. Что касается вообще зависимого поведения, оно развивается когда три фактора вместе сходятся. Первый фактор – это окружение. Если у человека маргинальное окружение, то, соответственно, оно будет и влиять пагубно на человека. Это научно доказанная информация. Затем это генетическая предрасположенность. Если ранее в роду у человека, либо, в принципе, у человека генетически была какая-то предрасположенность к рисковому поведению, либо к зависимому поведению от алкоголя, психологической зависимости, в том числе не обязательно химической, то в таком случае предрасположенность его выше, конечно же. И в-третьих, это психологическая устойчивость. То есть тут мы говорим про критическое мышление, про силу воли, про осознанность человека. Если все это крайне низко, и если все эти три фактора, они сходятся, к сожалению, то в таком случае вероятность того, что человек становится зависимым, она куда выше. Это вот один из факторов. Что касается Казахстана, то, знаете, ситуация такова, то, что наша страна имеет довольно особенную специфику. Мы очень большие, и при этом наше географическое расположение, то, что мы находимся и рядом с Китаем, и рядом с Россией, откуда проходит трафик и у нас оседает в том числе, оказывает большое на нас влияние. Это первое. Второе – это цифровизация нашей страны. У нас даже обычная опашка умеет пользоваться банковскими приложениями, делать быстрые переводы, очень хорошо разбирается в диджитал, верно? То есть у нас очень хорошая цифровая грамотность у населения. И данный фактор особенно помогает, к сожалению, именно в распространении наркотиков по цифре. А как мы ранее говорили, то, что синтетика зачастую распространяется онлайн. Также это социальные проблемы.
То есть стоит отметить то, что Казахстан не только на 8-м месте находится, да, по наркотизации общества в мире, также у нас высокий уровень и разводов, и насилия, разного рода социальных проблем, которые сильно влияют на нашу молодежь. А у нас на молодежи больше половины населения. Да. Соответственно, это все может скапливаться, и в качестве сублимации развития наркотизации, зависимого поведения, оно тоже может вот так вот отпружинивать, грубо говоря. Мгм. Хорошо, спасибо большое, Жандос, за такой развернутый ответ. Какие вообще советы вы можете дать родителям и учителям, чтобы помочь им рано выявлять и предотвращать употребление наркотиков среди молодежи? Может быть, есть какие-то особенные признаки на ранней М. стадии? Вообще, если ответ был бы таким блицем, то, наверное, я бы сказал обращаться к нам. Потому что мы запустили недавно сайт, называется yesball.kz. Абсолютно каждый человек может туда зайти, и там очень много разной полезной информации. Во-первых, хотелось бы отметить отдельно, мы запустили недавно диджитал-карту наркопреступности. Она в пилотном режиме тестируется по городу Астана, и, соответственно, она тоже находится на нашем сайте. Также во вкладке «Исследования и материалы» на нашем сайте вы можете найти чек-листы для родителей, для близких людей и для педагогов в том числе. Там очень много разной полезной информации, но вот в том числе и это как раз-таки. Там опубликован чек-лист, два чек-листа, если быть точным. Первый чек-лист – это проверка близкого человека на зависимое поведение, как раз то, о чем вы говорите. То есть каким образом человек может задать вопросы, понаблюдать, быть может, как-то провести физическую проверку окружения человека и таким образом обнаружить, есть ли у него склонность, близость к зависимому поведению или нет. Также второй чек-лист, он направлен на то, что проверить, вовлечен ли молодой человек или, в принципе, близкий человек в наркопреступность. Потому что так или иначе оно все идет бок о бок. Мы видим то, что большое количество закладчиков, которых ловят, они еще и сами являются зависимыми. И поэтому проверка и того, и второго фактора крайне важна для наших людей. Вот. Что касается нашего сайта. Что же касается, в принципе, да, каких-то конкретных моментов, то стоит отметить, наверное, это резкое изменение окружения человека. Потому что всегда люди говорят о том, что люди начинают отходить от своего нынешнего окружения, от своих друзей, и в основном их новое окружение начинает составлять злоупотребители. Это первое. Второе – резкие перепады настроения. Человек может быть мирным, добрым, потом резко становиться агрессивным, потом резко становиться очень добрым, и вот так вот проводить такие американские горки, да, эмоциональные. В-третьих, это какое-то изменение физиологии. Зачастую человек употребляющий, он не так сильно выражен, как это было ранее, да, с героином, с другими такими тяжелыми наркотиками из прошлого. Но так или иначе, все равно это можно заметить. Поскольку при длительном употреблении синтетики у человека вымывается кальций из организма, его кожа начинает белеть, качество его кожи, ногтей, зубов, костей, оно становится хуже, у человека начинаются проблемы с печенью, соответственно, у него и могут быть темные круги под глазами, какие-то пятна появляться, опять-таки тоже из-за проблем с печенью. Потом нарушенные когнитивные функции. Если человек долго употребляет, то у него затормаживается мыслительный процесс, он начинает плохо выражать свои мысли, плохо формулирует мысли, он быстро скочит от одной темы к другой. К тому же у человека, зачастую долго употребляющего, начинаются разного рода слуховые, где-то даже визуальные галлюцинации. Поэтому вот эти все факторы – это признак, конечно, долго употребляющего человека. Но так или иначе, я думаю, это тоже будет полезно людям нас слушающим. Хорошо. Давайте подытожим тогда вот самые главные признаки, которые определяют вот зависимых от наркомании. Это, как вы сказали, физиологические изменения, эмоциональные качели, окружение самое главное, и вот разные слуховые галлюцинации, визуальные галлюцинации и так далее. Спасибо вам большое за такую важную информацию для наших зрителей. Благодарим вас за указанное нам время. Может быть, у наших подписчиков есть какой-нибудь вопрос? Давайте подождем. Если
у них сейчас пока будут возникать вопросы, то я буду готов ответить. Хотелось бы, в свою очередь, поблагодарить команду Just Live за приглашение на данный прямой эфир. Я думаю, он будет очень полезно, учитывая количество подписчиков и качество подписчиков вашей страницы. Зачастую это активные молодые люди, это эксперты в сфере молодежной политики, поэтому мы очень рады всегда на таких площадках выступать и продвигать здоровые и правильные ценности. Спасибо вам большое. Думаю, всем нашим зрителям тоже было очень полезно. Согласен. Пока вроде бы вопросов нету, но если у вас возникнут вопросы, то вы можете обращаться вот в фонд ЕСБОЛ, либо напрямую к Жандосу Актаеву. Вот у нас уже первые благодарности. Да. Интересно было. Отлично. У меня что-то пропал чат. Я не так часто выхожу в прямые эфиры, поэтому не совсем вижу. Можете, пожалуйста, озвучить? Да там просто сказали то, что спасибо вам большое за слова информацию. благодарности. Хорошо. Да. Все, тогда спасибо вам большое, до свидания. Вам спасибо. Ребятам тоже до свидания.